Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В 2025 году на реализацию программы развития демографии в Абхазии предусмотрено 120 миллионов рублей. В итоге очередного заседания правительства в нашем репортаже. Кто возьмет на себя финансирование? Кризисный центр для детей Абхазии на пороге закрытия. Дело молодых каждую пятницу в нашей новой рубрике «История тех, кто строит свое дело с нуля и добивается успеха». Проект закона Республики Абхазия о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия, исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, направил в парламент. Проект закона предусматривает запрет на ношение гражданскими лицами огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом, пистолетов и револьверов. В случае одобрения законопроекта парламентом и подписания исполняющего обязанности президента граждане смогут получать разрешение только на хранение пистолетов и револьверов, в том числе и взамен ранее выданного разрешения на ношение оружия. Ограничения на ношение направлены на предупреждение совершения преступлений лицами, пользующимися оружием на законных основаниях. 21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет. За 20 лет на посту главы МИД России Сергей Викторович четырежды приезжал в республику. В последний раз в 2017 году. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил поздравительный адрес главе МИД Российской Федерации Сергею Лаврову по случаю дня рождения. В поздравлении, в частности, говорится: «Ваш выдающийся профессионализм, мудрость и преданность делу служат примером для всех, кто трудится на благо своей страны. Благодаря вашим усилиям Российская Федерация укрепляет свои позиции на международной арене, а отношения между нашими государствами достигают новых высот доверия и сотрудничества. Абхазия высоко ценит ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами. Народ Абхазии признателен вам за вашу постоянную поддержку и внимание к нашей стране». Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения. В поздравлении, в частности, отмечается: в Абхазии высоко ценят вашу принципиальную позицию в вопросах развития независимого абхазского государства, абхазо-российских отношений и ваш неоценимый вклад в укрепление дружбы и стратегического союза между нашими странами. Ваша готовность к открытому и предметному обсуждению ключевых вопросов двусторонних отношений, а также единство наших подходов к международной повестке дня вновь подтвердили, насколько прочны и многогранны связи между Абхазией и Россией. В 2025 году на реализацию межведомственной целевой программы развития демографии в Абхазии предусмотрено 120 миллионов рублей. Семьи, в которых родился ребенок, в течение 6 месяцев должны подать заявки на выплаты. В 2025 году уже поступило больше 125 заявлений на 24 миллиона рублей. Кабмин Абхазии принял отчет о реализации программы развития демографии за 2024 год. Также правительство утвердило отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2024 год и ряд других вопросов. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. Повестка очередного заседания Кабинета министров под председательством ИО премьер-министра Абхазии Владимира Делба состояла из 7 основных и 2 дополнительных вопросов. Первым перед коллегами выступил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджуба, который представил межведомственную целевую программу развития демографии на 2025 год. Программа программа дарат зуфурто программу ярахов кусяму демографию шартадыра ашукурхора усмил катсихамо абсолютно шарша ахуче Иран знакли парцхрара аратера ари атацхамо абснуйнуцкой симшин хороп ацхрара захто уртфун зруйнуцака арза халаларцаруп министрачо ярацхрараки шокургоп акпи айбеди ахпапи ахчкварирз шнезик мата пара рахтута цхрара
Апшвипе нёстех чейрзаха нюшнес кмата пара. А программа дарадзе хурто программу яцало рацююб, арза халаласуги рацююб, ванзепе хайлы парани шас хазеп, цепхпяшуп сезухана цхрара роид з Киеви жафтачара, урт ирзшан 6 миллионов инрихана пара. Об утверждении критериев обязательного контроля валютных операций рассказал ИО министра финансов Саид Губаз. По его словам, обязательному контролю подлежат валютные операции, равные или превышающие 200 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком Абхазии. В рамках реализации мероприятий по гармонизации законодательств Республики Абхазия и законодательства Российской Федерации в августе 2024 года был принят закон о валютном регулировании и валютном контроле. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношениях пользования, владения и распоряжения валютными ценностями. В соответствии с нормами указанного закона установлены требования, в соответствии с которыми Кабинетом министров утверждаются критерии обязательного контроля валютных операций. Эта мера необходима для отслеживания и выявления нелегальных валютных операций. Представленным проектом постановления утверждается исчерпывающий перечень операций, на которые распространяется обязательный контроль. Всего это 25 операций. В рамках заседания сложно раскрыть все 25 операций, отметил глава правительства и поручил Саиду Губаз дать расширенный комментарий по данному вопросу и оповестить участников внешнеэкономической деятельности и предпринимателей о применяемых критериях. Какие критерии будут применяться и какие особенности приняты постановлением Кабинета министров при осуществлении валютных операций. Это для них принципиально важно, чтобы у нас потом не получилось так, о том, что документ вышел, а вот по нему разъяснений особых там нет, и люди начинают некомфортно себя чувствовать, а бизнес это, как правило, не любит. Далее об исполнении бюджета за 2024 год отчитались фонды инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования и охраны труда. Фонд социального страхования и охраны труда завершил свой 2024 финансовый год успешно, выполнил доходную часть на 105,1%. На 1 января 2024 года мы сэкономили средства и, проводив ревизионные работы совместно с налоговой службой, мы накопили средства в сумме 62 миллиона рублей, что помогло нам выплатить все государственные пособия, исполнить все заявки наших страхователей и закончить год без долгов. А также, Владимир Валерьевич, по вашему предложению, мы инициировали в прошлом году такие виды пособий, как единовременное по работающим родителям с 22 до 27 тысяч рублей и единовременно по неработающим родителям с 17 до 22 тысяч рублей. Повышение единовременных и иных выплат – хорошая тенденция, отметил Владимир Делба. И у нас есть такое предложение, чтобы не сбиваться с этого пути, если позволяет бюджетная возможность такая фонда, с учетом, как вы сказали, роста фонда оплаты труда и, соответственно, платежей фонд социального страхования, внести предложение о очередном увеличении размеров государственных пособий. Вот мы бы, конечно, рассмотрели все вместе и еще раз подтвердили особую значимость социальных выплат и гарантий государства в этой сфере. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2024 год рассказал ИО председателя Денис Гулария. Его коллега ИО заместителя Дорожного фонда Виталий Цвижба рассказал об исполнении бюджета в 2024 году. За 2024 год законом о бюджете Дорожного фонда утверждено поступление доходной части 130 миллионов. Однако поступления составили 90%. Отставание допущено по налогу на ГСМ
8,5 миллионов и налогу на транспортное средство 4,5 миллиона. Однако, несмотря на это, расходная часть бюджета составила 132 миллиона 443 тысячи рублей. За счет чего это было достигнуто? Достигнуто как? В бюджет дорожного фонда были внесены изменения, которые позволили профинансировать остатки средств, находившихся на начало года на расчетном счете фонда. Эта сумма была 27 миллионов 711 тысяч. ИО министра здравоохранения Эдуард Будба и исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Хьюит обратились к представителю Дорожного фонда с просьбой обратить внимание на особо опасные участки трассы Псол-Ингур. Проезжая в Андовский поворот, слева есть там мост и просевший асфальт. Приходится, вот мы ежедневно передвигаемся, приходится выезжать на встречную полосу для того, чтобы объехать. И очень плотное движение, когда несколько машин соединяются, тогда аварийная ситуация возникает очень так, просьба вот как-то вот не... Потому что если что-то произойдет, там будет сложное повреждение у людей. О том, что 16 километров дороги, Псол, там мост. Мост начал сходить, там здесь уже большая трещина, ее надо проинспектировать, этот мост. Я думаю, это большая проблема, которая может у нас возникнуть. Что происходит, там он обходит, уже мы видим, что он там проблемы с опорами или с конструкцией? Да, проблема, но сам факт того, что на мосту по краям есть... Виталию Цвижба было дано распоряжение решить данные проблемы. Далее члены правительства приступили к дополнительной повестке о межведомственной целевой программе на 2025 год. Лечение бесплодия с использованием метода ЭКО рассказал ИО министра здравоохранения Эдуард Будба. Следует отметить, что в качестве самостоятельной программы лечения бесплодия с использованием метода ЭКО применяется впервые в Республике Абхазия. Программой предусмотрено финансирование в размере 30 миллионов рублей за счет средств бюджета фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год. Многие семьи в Республике Абхазия нуждаются в проведении лечения бесплодия с использованием метода ЭКО, о чем свидетельствует статистика обращаемости в Министерство здравоохранения Республики Абхазия с просьбой оказать помощь в проведении данного лечения, которое за последние 3 года увеличилось более чем на 30%. Так, в 2024 году количество таких обращений составило более 50 человек. Учитывая, что лечение бесплодия с использованием ЭКО является дорогостоящим видом лечения, она недоступна для большинства нуждающих внесемейных пар и отсутствия государственной поддержки. По прогнозам Министерства здравоохранения Республики Абхазия, бюджет программы позволит обеспечить лечение бесплодия использованием метода ЭКО более 50 заявителям. Завершила заседание ИО председателя Государственного статистического комитета Кама Гогия, которая представила ведомственную среднесрочную целевую программу совершенствования национальных счетов и расчетов ВВП. Хочу напомнить о том, что расчет внутренней валовой продукции в нашей республике начал осуществляться с 2009 года. Каждый год мы рассчитываем, по итогам года мы озвучиваем сумму внутренней валовой продукции. Однако вот существуют определенные проблемы, связанные с тем, что получается, как будто мы для себя рассчитываем внутреннюю валовую продукцию, никаких сопоставлений мы с другими государствами не производим. Значит, по паритету покупательной способности обычно производит сопоставление расчета внутренней валовой продукции. На сегодняшний день во всем мире расчет внутренней валовой продукции производят по методу конечного использования. У нас мы к этому перешли буквально пару лет тому назад, но и параллельно мы рассчитываем, сам механизм расчета связан с тем, что не по конечному пользованию, а по производственному методу. Но связано с тем, что сбор информации очень слаб. У нас не все сектора экономики и не все сферы деятельности охватываются для расчета ВВП. Завершая заседание Кабинета министров, глава правительства Владимир Делба поручил министрам незамедлительно приступать к реализации программ и планов. Анастасия Никонова, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Абхазские журналисты Зида Чани и Нис Фаршба 21 марта включены в список иностранных агентов Министерством юстиции России. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как сообщает Минюст, Чаня, являясь сотрудником иностранного издания, распространяла материалы и сообщения иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также недостоверную информацию о решении российских властей и избирательной системе России. Также она сотрудничала с организациями, признанными в России нежелательными. Аршба распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе. Является учредителем и руководителем иностранного издания. Так получилось, что ко времени получения этой информации в редакции Абаза ТВ готовилась к эфиру интервью героя Абхазии Аслана Кубахи. Он вспоминал, как, будучи государственным чиновником, ощущал на себе влияние независимых СМИ Абхазии. Изида Чаня часто ругала таможню. Вот, у нас коллеги, мы на коллеги все эти ее статьи, все это рассматривали. Что удивительно, понимаешь, вот 90-е годы вроде бы, да, сейчас какой-то журналист что-то напишет, там на него начинает обижаться, вместо того, чтобы реагировать на те вещи, которые те журналисты указывают. Я ни разу ни слова Изиду не сказал, даже не звонил, но каждая ее статья. А если ты про таможню не пишешь, про кого ты можешь? 90-е годы, блокада, таможня, безобразники. Но мы 60% бюджета страны давала таможня. Изида пишет, понимаешь, и все равно и на коллеги мы это все рассматривали. И как-то я уже ушел с государственной службы, и как-то с Изидой встретились, он говорит, вот Аслан Алексеевич, вы ни разу ничего не сказали. Это, понимаешь, себе дорого с журналистами спорить, доказывать. Если, конечно, они тебя грязью обливают, если это все неправда, в конце концов, подавай на них в суд. А думаешь, сколько дикости всякой слышим, видим и все остальное. Когда-то же цивилизованные какие-то формы. Даже тогда, понимаешь, те, которые когда были в оппозиции, хлопали Изиде, там, руки отбивали себе, потом она их врагом стала. Потому что Изида кто-то сюда пошел, кто-то сюда пошел. А Изида как шла, так и идет. Это ее образ жизни, это ее позиция. Она такая. Я рад, что такие вот есть Изида, Низфа. Кризисный центр для детей на пороге закрытия. Финансирование международной организации осталось на пару месяцев, и срок аренды дома истекает. Нужно искать новые помещения. За год через кризисный центр прошло 26 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При том, что в госслужбу социальной поддержки детей и семей поступает порядка 500 сигналов в год с жалобами на ненадлежащее содержание детей. Подробнее Надежда Боровикова. Служба социальной поддержки детей и семей создана в 2020 году при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Абхазии. Их основная цель – помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также защита и поддержка детей из таких семей. В рамках своей работы сотрудники службы столкнулись с необходимостью создания кризисного центра для временного пребывания детей, чтобы дать возможность родителям справиться с зависимостью или другими трудностями. Оказалось, что создать такой центр очень непросто. Мы со своей стороны инициировали вместе с аппаратом уполномоченного инициировали необходимость альтернативного ухода, в частности создания кризисного центра, такого небольшого формата на 10-12 человек. У нас была создана рабочая группа, и вот мы этот вопрос лоббировали в парламенте на уровне Кабмина и так далее. И на тот момент, конечно же, хотелось, чтобы это все быстро произошло, и нам удалось все это воплотить в жизнь, но, как оказалось, это непростой процесс, так как есть несколько важных пунктов, с которыми мы столкнулись. Это нормативно-правовая база у нас еще не соответствует всему тому, чтобы это смогло работать в том виде, в котором оно должно. Также мы не подготовлены на данном этапе
материально-технический, я имею в виду государство, плюс это специалисты, это подбор кадров и так далее. Пока вопрос решался в государственном ключе, на помощь пришел частный сектор. Общественная организация «Панорама» под руководством Камы Аргун занимается психологической поддержкой детей и не понаслышке знает о детях в трудной жизненной ситуации. Пока мы пытаемся что-либо предпринять, есть инициативная группа девочек, с которыми мы тоже тесно взаимодействуем, и у них получилось найти ресурсы для создания такого центра, так как пока все эти вопросы решаются на уровне государства, проблемы с несовершеннолетними они имеют место быть, и нужно их решать здесь и сейчас, в силу того, что у нас нет возможности на данный момент. Они выступили с такой инициативой. И уже благополучно они функционируют на протяжении года, даже чуть-чуть больше. И мы тесно с ними взаимодействуем, так как все наши семьи, которые там находятся, дети, да, это все наши совместные семьи, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кризисный центр работает с апреля 2024 года. За это время в нем побывало 26 детей. Центр финансировался частично государством, частично международной организацией, но сегодня он стоит на пороге закрытия. До конца февраля аренду дома оплачивало государство, но с марта все расходы, включая аренду и содержание, полностью легли на общественную организацию. И добиться полной государственной поддержки так и не удалось. Сначала нужно принять законы, найти государственное помещение, сделать там ремонт и набрать высококвалифицированных сотрудников. Законопроект уже прошел несколько редакций, и он уже такой практически в готовом виде. Я думаю, что еще пару встреч нам необходимо для того, чтобы мы его вынесли дальше. Мы планируем, что в середине 2025 года он уже будет на рассмотрении. Если все будет благополучно, то я думаю, что перспектива хорошая. По поводу дома, бюджета и так далее, уже на протяжении последних нескольких лет ведутся переговоры. Даже мы рассматривали несколько вариантов, там ввиду каких-то обстоятельств что-то подходило, что-то нет. И как только у нас будут основания, да, когда у нас будет нормативно-правовая документация готова, тогда это все продвинется куда быстрее. Сегодня в кризисном центре находятся 8 детей, которым некуда идти, если центр будет вынужден закрыться. Срок аренды дома истекает, необходимо найти новое жилье. Поиски осложняются тем, что арендодатели требуют конкретные сроки, но из-за неопределенности их невозможно назвать. Руководители центра Кама Гопия и Кама Аргун всеми способами пытаются найти финансирование, пока безрезультатно. Для вас на самом деле это очень такой, знаете, страшный сон, когда те дети, которые там находятся, а там, к сожалению, на сегодняшний день находятся непростые дети с непростой судьбой, такого подросткового возраста в большинстве, когда их просто так в один миг вернуть в свою семью ввиду определенных обстоятельств невозможно. Конечно же, хотелось бы, чтобы у девочек тоже этот процесс протянулся максимально дольше, чтобы государство со своей стороны успело все это отрегулировать и запустить, чтобы уже все заработало так, как оно должно на государственном уровне. Парадоксальная ситуация. Целый год кризисный центр успешно работал в сотрудничестве с районными органами опеки и службой социальной поддержки детей и семей. Все уполномоченные органы согласны, что центр нужен и важен. При этом до его закрытия остается пару месяцев, и руководители центра все еще в поисках решения проблемы. Если государство не сможет взять на себя расходы по содержанию центра, возможно, есть смысл всей страной скинуться на детей, которым нужна помощь. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Обеспечение образовательных учреждений Абхазии учебниками и учебными пособиями обсудили исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба с исполняющим обязанности министра просвещения Иналом Габлия. Инал Габлия отметил, что нехватки учебников нет, продемонстрировал недавно переизданные и переданные школам учебники по истории Абхазии с 5 по 9 класс и русскому языку 3 класс. Всего за 2024 год для школ и детских садов издано учебно-методической литературы тиражом 29 тысяч экземпляров на сумму более 14 миллионов рублей. Инал Габлия также рассказал, что все подготовительные классы школы старшей группы в детских садах получили материалы образовательной программы «Акупча», разработанные и изданные Министерством просвещения.
Исполняющий обязанности министра проинформировал о мероприятиях, проводимых совместно с коллегами из Российской Федерации. Владимир Делба и Инал Габли также обсудили мероприятия по подготовке к юбилейным датам, к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В Абхазском государственном университете состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджоля со студентами отделения международных отношений исторического факультета. Детский омбудсмен рассказала будущим специалистам о деятельности аппарата уполномоченного, механизмах защиты прав детей в Абхазии и ответила на вопросы студентов. Встреча прошла в рамках курса лекций «Права матери и ребенка в АГУ». Подобные мероприятия помогают молодежи лучше понимать вопросы защиты прав детей и роль государственных институтов в этом процессе. Выплаты к 80-летию Победы получат ветераны в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике. По 80 тысяч рублей выплатят фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, строителям оборонительных сооружений, работникам авиабаз. По 55 тысяч труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам концлагерей. Люди и даты в Абхазии стало на одного долгожителя больше. Свой 100-летний юбилей отметила Мацоз Сквичевна Минже из Ачимчиры. Она одна из немногих долгожителей страны, перешагнувших вековой рубеж. К сожалению, с каждым годом таких уникальных людей становится все меньше. Тем ценнее их жизненный опыт, мудрость и воспоминания, хранящие историю целой эпохи. Мацоз Минже не только свидетельница важных событий прошлого, но и хранительница большой семьи. У нее 5 внуков и 11 правнуков. Слышим, это уже не актуально. Абаза ТВ присоединяется к поздравлениям и желает уважаемой юбилярше крепкого здоровья и благополучия. От крестьянского сына до министра просвещения Абхазии. 21 марта исполнилось 104 года со дня рождения абхазского писателя, поэта, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гуля Ивана Константиновича Тарба. Хакуитроп, ауюны данаԥшәымоу, иԥсадгьыл данахыматәым, ианалбазшәа бџьарс ианимоу, уи иадагьашьамхы иҭахым. Зхиақәиҭу иоуп ишиашоу игылоу, иқәгылоу зыдгьыл уаҩҵас, инаскьааскьароуп зыбла дахгыло, ҳазшазгьы иҭахуп иара убас. Ԥхари лашари иагам аԥсабара, Аԥсны игылоу амра еиԥшым ҽымракы, аха Аԥсны иаган ахақәиҭра лашара, уи еиҳаугьы ҳазхьуам аҽакы. Сыуаажәлар игәаҟхьоу, сыуаажәлар гәымшәа, маҷкоуп ишәыгу, нас ишарккоит, аӡырԥан ишалырхуа еиԥш афымца, шәықәԥара иалаԥхашт ахақәиҭра лашо. В нашем эфире смотрите телепередачи из архива телекомпании Абаза ТВ, посвященных творческому и жизненному пути поэта и писателя Ивана Тарба. Свой юбилей 22 марта отметит абхазская поэтесса-переводчица, лауреат государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гуля, член Союза писателей Абхазии Гунда Квициния. В нашем субботнем эфире смотрите проекты, посвященные юбилярше, стихи в авторском исполнении, записанные в разные годы в послевоенной Абхазии, в том числе с вечера поэзии 1995 года. Поэтический вечер поэзии смотрите в субботу 22 марта в 19:30. 65-летие отметит 23 марта герой Абхазии генерал-майор Аслан Кубахи. В нашем воскресном эфире смотрите эксклюзивное интервью Аслана Кубахи для Абаза ТВ. Была очень интересная, веселая жизнь. У меня было все хорошо, семья, 2 детей, все было прекрасно. Развалилась великая страна, понимаете? Здесь вопрос стоял, кто сильнее, тот и победит. Абхазы, если им что-то не нравится, они в лицо скажут, но в спину нож никогда никому не сажают.
А у нас ни одной первый день не было. А через 3 дня 18 автоматов было. А потом дальше больше. Дальше и больше. Вот так и все начиналось. Автоматы это одно, еще боеприпасы к ним. Дозировано, так очень мало. То доверие, которое было у политического военного руководства Абхазии к определенным лицам, дальше уже было просто перечеркнуто. И мы уже дальше действовали с собственными мозгами, собственными силами, собственными возможностями. У нас пехота пошла на ту сторону, но у нас осталось 100 снарядов. А почему у нас это осталось? Об этом история будет умалчивать долго. Я об этом не напишу просто. Потому что 2 суток мы занимались подготовкой по целям, которые не надо было отрабатывать. А следующий день полсухума знали, что мы там по 25 или 30 стаканов вина выпили. Это что за полевые командиры, что за заместители министра обороны, которые вот как бы взяли и нажрались за каким-то столом. Ёлки-палки. А 1,5 года тому назад Аслан Кубахи 30 стаканов выпил. Кому-то это интересно было? Абсолютно. Огромное количество людей. Но утром брали автомат, не то, что там ремень, вот так, как будто мотыгу на плечо вот так взяли автомат и болтались по городу. И люди не могли, знаешь, добиться того, чтобы, понимаешь, положить это оружие дома. И за 7 месяцев мы 800 с чем-то стволов, понимаешь, просто изъяли и положили на склад. И ни одного человека не ранили. Ни одного человека не убили. А порой на вооруженных людей приходилось голыми руками выходить. Нельзя, знаешь, своих людей убивать нельзя. Давать команду на расстрел, это, знаете, как. В Российской Федерации очень много патриотов и очень много людей и по сей день, которые болеют за абхазскую государственность. Очень много. Еще в то время, которые мы... Держитесь, ребята, вы обязательно пробьетесь. Спасатели из Абхазии и России обсудили сотрудничество при ликвидации чрезвычайных происшествий на воде, а также вопросы досмотра и оформления маломерных судов. Заинтересовали абхазских сотрудников МЧС характеристики патрульных катеров и их коллег из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ведомства. На встрече также поговорили о возможности проведения соревнований среди матросов-спасателей с участием представителей Абхазии. В 2 милях от устья реки Бзыб экипаж турецкого сейнера Атасой Мустафа спас российского туриста, который из последних сил держался за перевернутую байдарку. Экипаж сейнера поднял россиянина на борт и передал его российским пограничникам, поставив в известность о факте спасения утопающего специалистам МЧС Республики Абхазия. Об этом нашим корреспондентам рассказали в Комитете по экологии и природопользованию Абхазии, а также предоставили видеокадры спасения утопающего. Таможня не дает добро. Российские таможенники изъяли 27 800 сигарет на границе с Абхазией. Их спрятали под бампером и в колесах автомобиля, выезжающего из республики. Всего обнаружено 1390 пачек «Риттег» и «Гагра» с абхазскими акцизными марками. Контрабанда и автомобиль изъяты. Вопрос о привлечении водителя к ответственности будет решен по результатам экспертизы, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни. В Абхазии все больше молодых предпринимателей, которые развивают новые ниши и доказывают, малый бизнес здесь возможен. В нашей новой рубрике «Дело молодых». История о тех, кто строит свое дело с нуля и добивается успеха. Первый герой – фотограф Владимир Квачахи. Он создал одну из самых современных профессиональных фотостудий в республике «Пространство Маяк» и превратил ее в полноценную медиаплатформу. Как увлечение стало бизнесом и какие трудности пришлось преодолеть, в репортаже Заура Кварча.
Белый зал без единого угла, ровный свет, техника, способная создать картинку кинематографического уровня. Когда Владимир Квачахя привез из России первые вспышки и фоны для своей студии, он и сам не знал, чем обернется этот эксперимент. Было вообще очень грустно здесь не было вот того, что сейчас есть. Было два фона, черный и белый, бумажный, 3 на 11 метров раската, вот, и там 2 вспышки, и все. И я просто для себя думал, буду параллельно фотографировать, и думаю, ну, поставлю какой-нибудь минимальный прайс, 1000 рублей в час, и кому будет интересно, придут. И оказалось, что это очень востребовано здесь. История началась задолго до открытия студии. После войны семья Владимира переехала в Россию. Там он окончил университет, получил экономическое образование, работал. Фотография появилась случайно, просто хобби, чтобы заполнить свободное время между работой и учебой. Но спустя время он стал снимать коммерческие проекты, работать с брендами и продавать свои снимки с авторскими правами. Мы снимали для бренда Эльмис, Эрбориан каталожку. Здесь в Абхазии, кстати, с Номикой снимали относительно недавно, и в прошлом году, и в этом году. Все, кто пробовал начинать что-то новое, знают. Идеи бесплатны, а их реализация нет. Студию пришлось создавать с нуля. В буквальном смысле строить, додумывать, адаптировать. Кроме того, все необходимое оборудование приходилось привозить из-за границы. Как минимум построить вот этот чудесный, относительно теперь белый фон, который вечно пачкается, было очень сложно, да, потому что никто в Абхазии на хорошем уровне не создавал циклорамы, да, такая вот штука называется циклорамой. Вот. Технически было тяжело ее построить, раз. Во-вторых, все время какую-то технику докупать, это надо было либо ездить в Москву, либо очень долго ждать, пока это привезут, потому что именно хорошего качества уровня технику хотелось купить сразу, но не получалось. Поэтому либо мы ждали, либо я ехал лично и покупал. Сегодня пространство «Маяк» — это не просто студия. Это место, где работают фотографы, блогеры, бизнесмены. Здесь снимают рекламные кампании, здесь проводят интервью, здесь находят правильный свет и создают магию кино. Клиенты вообще разные люди, как политики, так и просто дети, которые пришли пофоткаться на телефон, которыми вот поставили постоянный свет. То есть вообще разношерстная компания людей. На данный момент мы предлагаем как фотосъемки, так и видеосъемки. Есть постоянные источники света, есть импульсные источники света. Для того, чтобы воплотить какой-то классный проект, этого оборудования достаточно. И подкасты снять можно, и петличные микрофоны есть, которые простые, вообще бесплатно входят в аренду часа в студии. Пространство — это не только площадка для съемок. Здесь учатся работать с камерой и светом начинающие фотографы. Владимир обучает тех, кто делает первые шаги в профессии. Однако в современном мире одного бизнеса недостаточно. Надо рассказывать о себе, быть в медиаполе, создавать контент. Блог, видео, подкаст «Душнилы». Так называется проект, в котором Владимир приглашает интересных людей и обсуждает с ними все, что выходит за рамки стандартных интервью. Монетизации пока нет, но он уверен, главное, чтобы контент был качественным. Еда упала, да, если ты в течение 5 секунд поднял ее, считается, что она не упала. Но на самом деле не 5 секунд, а 3 секунды. У меня был тогда администратор Лана, с кем мы начали эти подкасты снимать, да, просто в шуточной форме. Мы снимали, болтали о разных вещах, просто как времяпрепровождение. Но это вызвало, опять же, классный отклик. И мы решили продолжить. В какой-то момент меня начали называть почему-то все душнилой. И было решено назвать подкаст «Душнил». Правда, мне кажется, все равно название надо сменить, но тем не менее на данный момент это подкаст «Душнил». Абхазия – страна, где малый бизнес развивается непросто. Но правила игры все же понятны. Как зарегистрировать ИП, как работать с госструктурами. Владимир оформил бизнес официально и теперь советует это всем, кто хочет зарабатывать без ограничений. В целом, за неделю можно оформить все документы. Для того, чтобы начать какую-либо предпринимательскую деятельность в Абхазии, нужно иметь либо ИП, либо ООО. Да? Но проще всего иметь ИП, если вы один, да, не какая-то у вас огромная контора, то достаточно ИП. Сразу скажу, на мой взгляд, надо
идти и открывать ИП. Потому что если вы пойдете без открытия ИП, начнете снимать, вы сразу лишаетесь какого-то львиной доли, на мой взгляд, заказов, потому что от госструктур часто приходят запросы на съемки, да, как просто там, не знаю, отснять какой-то праздник налоговый, например, да, или же провести какую-то предвыборную кампанию, съемку, и они спокойно оплачивают через ваше ИП, и вы счастливо живете. Фотография здесь больше, чем просто искусство. Это ремесло, которое можно монетизировать, а значит выстроить вокруг него полноценный бизнес. Владимир уверен, начать можно с минимальными вложениями. Если мы говорим про что-то, что позволит начать и зарабатывать хоть какие-то деньги, это какой-нибудь там Canon 600 или 650D, кроп-камера, но вполне оправданно за свои там 15 тысяч рублей, идеальное решение. И какой-нибудь объектив 50 миллиметров 1000 за 10. Открываем YouTube, и там огромное, колоссальное количество роликов в бесплатном доступе о том, что вам нужно для того, чтобы начать фотографировать. Нету 30 тысяч рублей. Следующий лайфхак: в студию можно прийти и арендовать камеру на весь день за какие-нибудь там 2-3 тысячи рублей на день, набрать там съемок в день там штук 20, отснять, заработать миллион и выйти счастливо просто. Между тем, за постоянной работой важно не потерять главное – вдохновение. Ведь без творчества фотография превращается в рутину. На самом деле, на мой взгляд, в какой-то момент надо все-таки отдыхать. Надо брать какой-то перерывчик. Берете модель красивую, находите в Pinterest какой-то интересный референс и воплощаете. Да? Снимаете спокойненько для души и потом выкладываете. И это сильно спасает, потому что, снимая только коммерцию, ты просто рано или поздно выгоришь. Превратить хобби в дело жизни сложно, но возможно. Владимир Квачахя это доказал. Без индустрии за спиной, без готовых решений, но с четким пониманием цели. Главное не ждать идеального момента, а начинать, искать возможности, создавать свое, потому что идея бездействия остается просто мечтой. Заур Кварча, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. О спорте. Сухумский «Нарт» накануне выиграл Суперкубок Абхазии по футболу, одержав победу над обладателем Кубка прошлого года Чимчирским Арцаху. Основное время матча завершилось в ничью 0-0. Судья добавил дополнительные 2 тайма по 15 минут. До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист «Нарт» Алан Квиценя забил гол, а за минуту до финального свистка Арцаху сравнял счет 1-1. Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. «Нарт» поразил ворота соперников 4 раза, а Арцаху ответил 3 точными ударами. Лучшим игроком матча признан Адгур Кварацхелия «Нарт». Игра проходила на столичном стадионе «Динамо». В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 22 и 23 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу временами дождь разной интенсивности, туман. В воскресенье без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью +1,6, днем +4,9, температура морской воды +11, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.